общими усилиями за 4 дня мы доделали это. Вот он наш иглу. Даже флаг повесили. Это программа «Заукрепи». Итак, мы построили иглу, и сейчас будем в нем ночевать. На улице минус 98, а у нас с собой только 2 свечки. Реально, а ты чистый бомжара. Ладно, да. Мы уже скоро уезжаем. Нам осталось всего 2 ночи тут переночевать в палатке, вот в этой, и все, домой. Жизнь без приукрас. Видите, я уже становлюсь похожим тут на бомжа. Ты реально бомжара. Мои ногти тоже, соответственно, обретают вид. Все, я хочу домой. Ну и как Паша говорит, чем отличается бомж от хипстера? Наличием макбука. Все-таки я пока что хипстер. Макбук есть. Блин, а я что, не хипстер, что ли, получается? Да. Сейчас вовнутрь зайдем, там теплынь такая, ты что? А что у вас там за флаг такой вражеский? Ну-ка, покажите нам. Что за это слова тебе кто-нибудь? Что, Шойгу, что ли? Да. Покорители холода. Ядрить, колотить. Ну что, жить будем сегодня тут? Конечно, где же еще? Ну, я что-то сомневаюсь в этом. Сенсей, оказывается, он у нас еще и член географического общества. Заслуженный путешественник России. Сенсей Ионыч. Так и живем. Нас выгнали из палатки, теперь живем в снегу. Это все сенсей, мучитель наш. Сегодня у нас с Пашей ужин при свечах. Просто перфект, я не знаю, фashionable. Целая корыто макарон, чай. Все по фэншую. Хотя наш проект называется «Покорители холода. Глобальный челлендж», на самом деле это проект и возможности, туристическое путешествие уникальное к истокам, потому что настоящие покорители холода — это, конечно, те, кто здесь живут, якуты, ивены, которые не просто выживают, они здесь живут, они здесь пасут оленей, они здесь живут полноценной жизнью, и чуть-чуть приобщаясь к ней, когда ты понимаешь, как это сложно, как сложно запрячь оленя, как сложно заставить его бежать, а потом как сложно остановить, вот тогда ты и понимаешь, наверное, вот ценность того, что имеешь ты. Наверное, в этом самая главная, самая важная миссия нашего проекта. Вот так надо. Вот так? Сильнее бей. Подними топор, вот и весом. Да? Вот. Шум есть уже. Все. Так, вот он, Милаха. Милаха. За эти несколько дней с оленеводами и в проекте «Покорители холода», мы набирали температуру около минус 50 градусов, но самое, наверное, ценное и важное в этом проекте — это узнать, как живут оленеводы, как на самом деле строится их повседневный быт, узнать массу информации о том, каким образом выживать в тундре. Не знаю, пригодится она мне или нет в будущем, но она у меня есть, а также какие-то фантастические факты о вот этих вот очень фотогеничных животных и очень смелых. Например, важенка, когда она не имеет возможности там рожать ребенка, неудобно, она может задерживать роды, смелая женщина. Вот, она может рожать на ходу, она оберегает своих тугутов, да, это маленькие оленята. В общем, и через 3 дня олененок уже готов бежать в бой. В тундре все очень быстро, и все направлено на выживание. Арктика. Тормози! Давай! Тормози! Держи, держи! Веди туда коленям!
О! Стоп! О! Вот они. О, покатились, покатились. Ну, их не видно, конечно. Не видно? Так. Посадите на коня, посмотрите на меня. Ага. Вес взят. Подожди. Ага. Это руку крепко. Так. Держу. Палка. Не, вот так. Вот за это. Вот так держи. А Чтобы пал- не падал. Вот так, равновесие держи. Палка нужна? Опереться, ага. Ага. Понимаешь? Подожди. Подождите. Назад. О, ну, криво сидишь. Может, я не буду палку брать, а? Может, да? Давайте я не буду, а то... Вперед! Друзья мои, прекрасно, когда на улице минус 50, а у тебя тепло и временами даже жарко. Потому что продумано все. Продумана палатка, продумано утепление, печь, прекрасный спальник из оленьего меха и еще пуховый. В общем, пожалуй, я останусь в Якутии еще на пару недель. Спокойной ночи.